Здравствуйте, друзья! С вами Алексей Дементьев. Рад видеть вас в этом небольшом уроке, в котором мы с вами подробно посмотрим, как выбирать заведомо прибыльные трендовые товары, которых еще практически нет на российском рынке, на рынке СНГ, для того, чтобы первыми войти, да, вот в какую-то определенную нишу, подсмотреть какой-либо тренд, да, который, например, сейчас есть на Западе, и начать первыми его продавать на, соответственно, русскоязычном пространстве. Все это достаточно подробно мы разбираем в нашей двухмесячной программе «Товарная революция». И сегодня как раз-таки я вам покажу, да, вот самое вкусное, да, вот из того, чтобы вы понимали, как ловить тренды до того, как они еще, соответственно, появятся во всем мире. Та информация, которую вы сейчас слышите, я посмотрел, конечно же, на западном рынке, откуда все к нам приходит. И сейчас вы увидите сервисы и ресурсы, которыми пользуются достаточно многие американские предприниматели, соответственно, которые продают товары, обычные простые товары через интернет-магазины на западном рынке. В принципе, по всему миру, но в основном, конечно же, это на западном рынке. Почему это важно увидеть? Потому что то, что вы видите, это действительно статистика, это цифры, да, то есть которые не врут, которые можно подсмотреть и на основе них сделать, соответственно, вывод о том, стоит заниматься каким-то трендом, либо не стоит. Плюс к тому, как вы понимаете, если вы занимаетесь бизнесом в России, либо на русскоязычный рынок, да, там, например, находясь в любой точке мира, вы должны понимать, что наш русскоязычный рынок – это рынок, который развивается. То есть у нас еще не такая большая конкуренция, как на Западе, и поэтому все, что отлично работает на западном рынке, с очень большой долей вероятности будет отлично работать на нашем рынке. Да? То есть все, что хорошо работает на Западе, за счет того, что там просто огромная конкуренция, там люди знают скажем так, цену каждому центу, да, то есть каждой копейке, и поэтому все, что они делают, это достаточно выверено, да, это проверено, и если мы просто берем это и моделируем на российский рынок, то мы получаем гораздо лучшие результаты, чем делают это все, скажем так, конкуренты вокруг. Окей, надеюсь, объяснил важность этого урока, да, и давайте продолжим. И сейчас я вам покажу, скажем так, топ сервисов, которыми пользуются западные предприниматели для того, чтобы находить, что же продавать, да, то есть что конкретно продавать, чтобы на этом заработать денег. И первый ресурс, который я вам хочу сейчас показать. Давайте начнем с простого. Есть социальная сеть, которая называется Pinterest. Возможно, вы о ней слышали. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Вот так она выглядит. Если вы с ней не сталкивались, обязательно посмотрите. Во-первых, чем нам поможет эта социальная сеть? Да, то есть, казалось бы, Pinterest – это социальная сеть, где все выкладывают картинки. Да, то есть, если мы зайдем просто на этот сайт, мы увидим каких-то там девушек, да, вот есть подтовары попадаются, инфографика, браслетики. Да, то есть, в принципе, уже достаточно много интересных идей. Для этого нам и нужен Pinterest, потому что Pinterest позволяет подсмотреть, что люди хотят, соответственно, купить, да, и эти продукты уже есть в наличии, их можно начать продавать. То есть просто даже банально зайдя на Pinterest, мы можем увидеть, например, что продаются вот такие складные мультитулы, которые потом превращаются в ремень. Это реально тренд, да, это можно продавать, потому что у нас, например, один из моих партнеров с помощью обычного ножа ремня, да, там, ну, заработал хорошие деньги, да, то есть поэтому это реально тренд. Например, вот такие разборные рюкзаки, да, то есть таких примеров здесь много, да, вот такие мультитулы для автомобилистов, там, тактические часы, да, там, какие-то светящиеся бутылки, беспроводные наушники, вот такие специальные ножи, кошельки. Все это тренды. Это просто один из таких, знаете, инсайдерских секретов, которые я вам могу подсказать. Да, вот если вы хотите выбирать трендовые товары, вы можете мониторить Pinterest и просто понимать, что люди уже хотят. Все, что вы видите, скажем так, в топе, в трендах Pinterest, это то, что люди уже хотят купить. И что останется делать? Нужно будет просто начать это продавать. И продавать это будет гораздо проще, чем изобретать что-то новое. Да, например, вот такую коляску не нужно будет продавать, но все остальное, все, что мы видим, можно будет смело продавать. Любой продукт, любой товар, который вы выбираете для продажи, должен соответствовать нескольким самым важным критериям. Сегодня мы их разбирать не будем, мы это делаем в полной программе «Товарная революция», но все же, да, вы должны понимать, например, вот продавать такую байдарку будет не слишком выгодно, например, если вот такой там, скажем так, ручной, скажем так, инструмент для, ну, типа лука, да, там, или вот такая розетка. То есть любой продукт для продажи должен соответствовать определенным критериям, если вы хотите на нем много заработать. Поэтому всегда об этом помните, и в «Товарной революции» мы все это подробно с вами разбираем, чтобы вы не допускали ошибок. Хорошо, теперь давайте так, более глубоко покажу, как пользоваться Pinterest. Конечно же, здесь мы уже увидели десятки идей, да, просто так вот на главной странице, но, например, если мы хотим более глубже посмотреть, давайте, например, зайдем в категорию гаджеты. Это самая популярная категория гаджет, который, в принципе, можно рассматривать для продажи.
Как только мы заходим в категорию Gadgets, да, то есть мы сразу же на главной странице видим то, что сейчас, скажем так, в тренде. Сразу нам бросаются в глаза, опять же, ремень, да, вот такой мультитул ремень, это реально тренд, да, то есть вот такой лежак для, соответственно, песка, да, то есть на пляже это сезонный продукт. Наушники Glow, ну, кто знает, это достаточно нашумевший тренд, на котором многие у нас заработали очень хорошие деньги. У нас, например, некоторые ребята в день могли делать по 80 заказов просто с одного рекламного объявления ВКонтакте. Вот, поэтому это тоже тренд. Вот такие рюкзаки, да, то есть городские рюкзаки. Что у нас еще интересного? Есть вот такие часы, которые вешаются на стену, держатели для смартфонов, атрибуты для фокусников, какие-то штуки для ланчбоксы, так как я понимаю, вот, и очень много примеров, да, вот такие портативные генераторы дождя, там, погоды, да, то есть классно, поставил на полку, и он тебя радует, да, там, разной погодой. И таких примеров много. Я просто хочу вам показать технологию, да, например, вот кто знает, вот эта кастрюля, она сейчас просто бешено продается в интернете с одностраничных сайтов. Вот наглядный пример того, да, что идея просто пришла с сайта Pinterest, с категории гаджеты, да, то есть здесь очень много идей, товаров, на которых можно сделать огромные деньги, поэтому обязательно мониторьте, это просто совет на миллион, хотя мы только начинаем, поэтому не забывайте пользоваться этим ресурсом для того, чтобы находить самые трендовые, вкусные предложения, на которых можно заработать хорошие деньги. Окей? Надеюсь, это было ценно. Давайте так как это у нас такой небольшой урок, мы пойдем дальше. Все это подробно, детально мы будем разбирать дальше в товарной революции. Следующий сайт, который я хочу показать, это сайт, опять же, на который смотрят многие западные предприниматели, чтобы понять, что в данный конкретный период времени сейчас находится в тренде, что актуально. Сайт называется vanilla.com. Вот так он выглядит, vanilla.com. Точнее, .co, да, то есть не ошибитесь, когда будете вводить. И что мы здесь можем видеть? Что нас здесь интересует? Нас интересует, конечно же, раздел «Тренды». Давайте сейчас еще раз зайдем на главную страницу. Так, он нам предлагает сейчас залогиниться. Я не помню, залогинен я здесь или нет, но давайте так, мы попробуем продолжить. Сейчас без, скажем так, залогинивания. Давайте я сейчас просто нажму назад, мы выберем, например, категорию, там, можно выбрать категорию женщина, либо мужчины, либо товары для дома. И сразу все, что мы видим в любой из категорий в первых строках, это опять же тренды. Да, то есть сейчас мы выбрали категорию товары для женщин, мы смотрим, например, что в трендах, да, вот одежда, купальники, вот такие держатели для наушников, которые приклеиваются к телефону, футболки, бижутерия. Ну, в принципе, все, скажем так, сезонная, да, то есть, конечно же, это все будет меняться. Вот, например, новые появились косметика, да, как я понимаю. То есть, ну, кто понимает, да, там, что это действительно тоже огромный тренд, который можно продавать. Например, давайте посмотрим еще категорию для мужчин. Так, он предлагает нам залогиниться, но мы это пока делать не будем. Да, то есть потом вы можете зарегистрироваться, это несложно. И он будет вам, скажем так, все гораздо проще показывать. Так, например, категория для дома. Так, все равно просит зарегистрироваться. Я просто сейчас не буду вводить, да, то есть в этом уроке свои регистрационные данные, но вы обязательно это сделаете для того, чтобы отслеживать тренды. Потом все это по меню можно посмотреть, да, там в разных категориях. Аксессуары, там красота, там, не знаю, одежда, да, то есть товары для дома и так далее, и так далее, и так далее. Обязательно посмотрите категорию, которая называется Most Popular, да, то есть самая, скажем так, популярная на этом сайте, да, то есть что сейчас продается, скажем так, лучше всего в тренде. И как только мы заходим, да, вот на самые популярные продукты, что мы видим? Мы видим с вами, например, один из трендов, который сейчас отлично продается на российском рынке, это как раз-таки черная маска, да, Black Mask. Бешеный тренд, многие его продают, у многих все отлично с этим товаром, поэтому вот, да, вот, скажем так, плюс к тому, чтобы, например, выбрать этот товар. Всевозможные часы, кольца, конечно же, много одежды, потому что, ну, в большей степени этот интернет-магазин ориентирован на женскую аудиторию, но опять же, опять черная маска, да, там проектор звездного неба, вот такие кружки, не помню, как они точно называются, Mason Jar, по-моему, вот, и так далее, и так далее, и так далее. То есть для того, чтобы все это посмотреть полностью, нужно будет зарегистрироваться, опять же, но, надеюсь, вы это сделаете, потом это не так сложно. И сейчас, ребята, я вам хочу показать один из самых, скажем так,
интересных по статистике ресурсов, который позволяет буквально, да, вот с цифрами увидеть, сколько конкретно людей, например, хотят найти там тот или иной продукт, да, хотят его купить. Этот ресурс очень крутой, он позволяет нам смотреть статистику по самым запрашиваемым категориям товаров на таких ресурсах, например, как eBay. Да? То есть, кто не знает, eBay – это западный интернет, скажем так, аукцион, на котором собраны тысячи всевозможных продавцов, тысячи покупателей, которые продают свои товары. Сайт, который нам в этом поможет, называется watchcount.com. Да, то есть такой с виду, скажем так, не очень презентабельный сайт. Давайте сейчас даже немножко увеличу масштаб, а то он совсем какой-то маленький. Да, вот так будет гораздо виднее, да, что на нем находится. Вот так называется этот сайт, watchcount.com. И он нам позволяет видеть, что самое популярное продается на eBay. Круто? Это очень классно. Конечно же, ресурс на английском языке, но если вы, скажем так, не знаете английского языка, не переживайте. Вы можете просто через любой переводчик, например, там Google Translate, смотреть, да, то есть и переводить. Это несложно. Что позволяет видеть нам этот сайт? Этот сайт позволяет нам видеть самые, скажем так, запрашиваемые категории на сайте eBay. Например, можно искать по ключевым запросам. Да? Например, если мы сюда введем, например, название товара на английском языке, да, например, там гаджеты, там компьютеры, не знаю, там товары для сада, да, то он нам покажет в каждой конкретной категории, да, например, вот, что продается лучше всего, да, там товары для животных, там спорттовары и так далее. Или, например, мы можем с вами зайти сами в конкретную категорию, да, вот здесь слева есть категория, например, там антикварные, там искусство, книги, бизнес, камера, машины, вещи, аксессуары, там и так далее, и так далее, и так далее. Да, например, давайте выберем сейчас какую-нибудь категорию для примера. Пам-пам-пам-пам-пам, музыкальные инструменты, музыка. Ну, давайте, например, вот товары для животных. Да, там зайдем в товары для животных и посмотрим, что мы здесь видим. Смотрите, на что нам нужно обращать внимание. Сразу же у нас открывается вот такое поисковое поле, где сразу же мы видим товары, да, то есть название товара, фотографию. Дальше мы видим, соответственно, что за оффер, да, что за товар. И самое, скажем так, интересное, на что мы смотрим, вот, watch count 3500 watchers. То есть, что это значит? 3500, скажем так, рейтинг, да, то есть голосов за этот продукт. То есть, и чем выше голосов, тем выше, соответственно, в рейтинге находится тот или иной продукт. О чем это нам говорит? Да? Например, здесь мы видим 3500, там здесь 3008, 2368, пам-пам-пам, спускаемся вниз, и все меньше, 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 меньше и меньше. Что, соответственно, нам это позволяет сделать? Исходя из этих цифр, мы можем понимать, какие самые популярные продукты сейчас конкретно в тренде. Да, например, мы понимаем, что если здесь в поиске сверху находится вот такая лежанка в машину, значит, ее больше всего покупают. Да, то есть на втором месте она же просто другого цвета. Дальше вот такие домики для собак, потом такие медальончики, там будки и так далее, и так далее, и так далее. Да, то есть чего только нет. Там клетки, снова медальончики и так далее. То есть мы понимаем, да, то есть, например, если мы хотим, например, продавать аквариумы, да, то есть мы смотрим, что, ну, наверное, все-таки там, не знаю, конечно, много запросов, да, то есть хорошая цифра, но товар не соответствует критериям, да, которые мы разбираем в товарной революции, на нем будет сложно заработать много денег, особенно массово продавая, поэтому мы этот товар отметаем. Смотрим дальше. Соответственно, чем ниже, да, мы смотрим, тем меньше, скажем так, у нас поисковых запросов. Да, например, здесь мы видим вот такой отпугиватель собак, да, 990, но в целом достаточно интересный товар для продажи, потому что решает конкретные проблемы. Идем дальше, вот такие мини-аквариумы, там, лежанки, ну, в общем, очень много примеров. Да, то есть очень много примеров, и это можно смотреть в абсолютно любой категории. Да, например, если мы зайдем в категорию компьютеры, мы увидим то же самое. Да, например, вот самый, скажем так, продаваемый компьютер, вот, например, вот эта модель там сейчас там этого компьютера, да, там, софт какой больше всего продается там. Дальше, например, если мы зайдем в категорию, там, не знаю, дети, посмотрим, что здесь сейчас пользуются массовым спросом, мы увидим, что вот такие матрасики, да, вот потом вот такие кроватки детские, потом вот такие вот, что это такое, я пока не очень понимаю, что это, но какие-то, наверное, носочки, да, то есть очень классный товар для продажи, 3000 почти рейтинг, почему бы и нет, да, дальше смотрим вот такие еще, получается, это матрасики, да, видимо, на которые можно смело проливать воду. Круто, отличный тренд. Едем дальше, кресла, коляски и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И опять же, зная критериям, которыми должен соответствовать товар для массовой продажи, мы просто выбираем здесь из любой категории, да, из 1000 продуктов, тот товар, который мы с вами хотим
продавать. Поэтому, ребят, обязательно пользуйтесь этим ресурсом, если вы будете профессионально заниматься товарным бизнесом, да, то есть если вам не просто интересно делать там парочку продаж в месяц, если вы действительно хотите построить на этом полноценный бизнес, который будет работать практически на автопилоте, без вашего участия, обязательно используйте вот этот ресурс, да, он действительно очень популярный на западном рынке, потому что в России о нем мало кто знает. Обязательно используйте сайт, о котором я вам рассказал, это Pinterest, обязательно используйте сайт vanello.com, это интернет-магазин, в общем, все вот эти ресурсы, которые мы сегодня рассмотрели, обязательно пользуйтесь ими для того, чтобы находить трендовые продукты, трендовые товары, да, которые пользуются максимальным спросом. И подумайте, как вы это можете запустить на наш русскоязычный рынок для того, чтобы собрать на этом товаре все сливки. Ну что же, надеюсь, этот урок был для вас ценен. И если, конечно же, вы хотите все это внедрить, если вы хотите узнать, на что конкретно нужно обращать внимание, как реально понимать, что выбирать там, да, из тысяч предложений, что не нужно, да, то есть каким критерием должен обладать продукт для того, чтобы массово продавать, как на нем заработать гораздо больше, все это, конечно же, мы с вами будем разбирать дальше в нашей полной программе «Товарная революция», поэтому если вы еще по каким-то причинам не в этой программе, обязательно воспользуйтесь возможностью туда попасть, бронируйте участие и как можно скорее все это внедряйте, запускайте, получайте на этом результат под нашим руководством в течение следующих 2 месяцев. Ну что же, если вы хотите больше узнать о товарной революции, наверное, у вас на этой странице будет дополнительная информация, обязательно воспользуйтесь ей, бронируйте участие в товарной революции и до встречи уже внутри уроков, соответственно, самого коучинга. Ну что ж, надеюсь, этот урок был для вас ценен, обязательно внедряйте все, что вы сегодня увидели, получайте на этом результат и увидимся с вами в товарной революции. С вами был Алексей Дементьев, до встречи, пока-пока.